А раз мы собрались возле Сыктывкарского университета, то начну я именно с театра, который образовался именно здесь. Вообще должен сказать, что любительские театры в советские годы, ну 70-е, 80-е, по крайней мере, были намного интереснее, чем профессиональные. Это я вам говорю как человек, который варился в обеих котлах. И я мог сравнивать температуру этих котлов. Отчасти это вызвано тем, что цензура, да, и была такая же, как и в царское время, а то и круче. Но театры непрофессиональные, они были не столь подцензурные. Например, вот профессиональный театр должен был защитить репертуар. И могли вполне спокойно, и там действовал принцип, что не разрешено, то запрещено. Вот если «Три сестры» Чехова не разрешены вам для постановки, то значит запрещены, мало ли что в школе проходят. Ну вот, и могли сказать, она несовременна, лучше ставьте «Чайку». Вот кто-нибудь там чиновника пришло в голову, и пожалуйста. Могли запретить спектакль уже во время, уже когда он был поставлен. Например, в драмтеатре поставили неплохой спектакль песни Леона Фитцвангера «Джулия Форнезе». Запретили, сказали антисоветский. Хотя действие происходит в эпоху Возрождения, с художником, вообще никакого отношения там советской власти никак не имеет, но что-то сбрело в голову и все. Вот такого гораздо меньшей степени, сейчас это увидите по моим рассказам, относилось к непрофессиональным театрам. Ну, конечно, защищать репертуары было тоже необходимо. Раз в году, в сентябре, собирались все режиссеры непрофессиональных театров, собирались в здании облсовпрофа в одном помещении. Каждый рассказывал, что он собирается ставить. За столом в президиуме сидели чиновники Министерства культуры, там, из партийных органов. И было два обязательно московских режиссера. Один Федор Глебович Попов, будущий проектор Щукинского училища, а второй Вадим Борисович Шрайбер. Это главный режиссер Народного театра при Дворца культуры АЗЛК, который в Москве выпускал. Вот. И как-то чиновники все смотрели, а что думают москвичи. А москвичи вот все кивали головой. И поэтому они боялись что-то сказать против. И только единственное, что обычно в конце выступал замминистра культуры и говорил, да вот вы знаете, как вот плохо, вот у нас такие даты, у нас вот съезд партии, у нас там вот годовщина Октябрьской революции, у нас то-то, а вы тут Бунина ставите, а вы там еще что-то. Но никаких таких административных мер не следовало. Зато потом, когда чиновники уходили, вот эти два москвича оставались уже с режиссерами. И тогда шел совсем другой разговор, и абсолютно на другую, с другим направленностью. Например, говорились, вот почему вы решили ставить пьесу «Макаенко», это вчерашний день театра, это слабая пьеса, зачем вы берете слабые пьесы, что сильных нету? Или, например, наоборот, вот вы взялись за Шекспира, а в прошлом году мы видели ваш спектакль, вы уверены, что потянете? И вот тогда приходилось, да, вот такую боевую стойку вставать и защищаться, и это был профессиональный разговор. А еще два раза в году собирали все режиссеры в Сыктывкаре, Ухте, Воркуте, Винте, в Печоре, местные театралы, то есть местные руководители показывали спектакли, их обсуждали. Знаете, я вам скажу, если хуже, чем на Таганке или в Амхате, то такой шел серьезный разбор, разгром был обеспечен. Ну, это немножко преувеличиваю, но примерно так. Вот. Но самым ярким, на мой взгляд, театром и самым интересным, в советское время, сразу говорю, чтобы Ларису не обидеть, но вот в советское время это был студенческий театр, который появился на 3-й год существования Сыктывкарского университета. Вот. Я отдаю себе отчет, что я крайне субъективен, потому что сам был участником этого театра, но все-таки надо иметь в виду, что ну, хотя бы 3 объективных фактора я приведу. Это, во-первых, кстати, этот театр стал лауреатом первого всесоюзного конкурса, всесоюзного фестиваля народного творчества, всесоюзного. Вот. Второе, это когда, может быть, кто не помнит, что в начале 80-х, когда самолеты Ту-34 из Москвы, Питера там, или Сочи подлетали в Сыктывкару, то шел рассказ о Сыктывкаре, ну, что такое крупный промышленный центр, РЛПК и так далее, и обязательно говорилось, что большой популярностью в республике за ее пределами пользуется студенческий камерный театр Сыктывкарского университета. Я не помню случая, чтобы непрофессиональный театр звучал в таком контексте когда-то. Ну и третий факт, это то, что на некоторые спектакли невозможно было достать лишний билетик. Я не помню, чтобы на драмтеатр когда-нибудь лишний билетик спрашивали, а тут непрофессиональный коллектив. А где проходили? Проходили в самых разных местах, я сейчас расскажу. Заслуга в этом, конечно, в первую очередь и даже на 100% принадлежит
Александру Васильевичу Куранову. Это такой... Да, кстати, очень важный момент, почему еще непрофессиональные театры были популярнее, интереснее, чем... Дело в том, что режиссеры, как правило, были люди молодые. Они были профессионалы, кстати. Они имели дипломы, большинство из них были профессионалы, большинство имело дипломы, как правило, Института культуры режиссерские. А актеры были еще моложе обычно. Это были чаще всего студенты, школьники. А это такой благодатный материал, это с ними можно как угодно экспериментировать, и на все были готовы. Они были вообще счастливы, что вместе собрались, понимаете. А уж тем более, да ради бога, как хотите. Вот, с профессиональными актерами это уже не проходил номер. Вот. Он оказался здесь случайно. Он когда оканчивал Московский институт культуры, его однокурсник и друг Владимир Дубовицкий сказал: а давай дипломный спектакль. А нужно было каждый раз вот, в любом режиссерском, значит, факультете заканчивать дипломный спектакль, дипломная работа. Давай поставим в Сыктывкаре, в Народном театре «Юность». Я про него еще расскажу, на Дворце пионеров. И Куранов приехал и поставил два спектакля «За себя и за того парня». Понятно, за какого, да? Один из них это была Антигона Жанна Ануя, а второй это был Михаил Светлов, 20 лет спустя. Спектакли очень всем понравились. Его стали звать, Куранова, к нам. Предложили работу, во-первых, в Театре юности в то время не было руководителей, были проблемы. Во-вторых, предложили ему работу в культпросветучилище, преподавание, в общем, кучу всяких вещей. И он приехал полон всяких идей, творческих, организационных, самых разных. Например, он решил создать межинститутский студенческий клуб, вот объединить всех студентов в творческом каком-то едином таком коллективе, а при нем создать театр. Да, вот в Антигоне, я забыл сказать, главную роль сыграла студентка первого курса тогда факультета иностранных языков пединститута Зинаида Фирсова. Поэтому, когда он приехал, он в первую очередь обратился к ней, чтобы она в пединституте нашла интересных людей. А здесь он никого не знал, обратился к руководству, но они обратились. И вот вышли как-то на меня, потому что я в то время, я и Дора Полукш, потом я про нее чуть-чуть скажу, ее, наверное, многие знают, мы в то время в комитете комсомола были таким, как бы, типа культмассовый сектор, назывался сектор эстетического воспитания. Вот. Ну и вот собрались мы вот в том корпусе, фойе, и решили, что да, идея замечательная, надо пойти в горком комсомола, чтобы нас там поддержали. Пришли, там какая-то тетя нас вот так как-то уныло выслушала, а через 2 дня разразился скандал. Вообще почему-то все хорошие дела, у нас скандал, но это был еще мелкий скандал. Через 2 дня вот здесь проходило заседание комитета комсомола, и секретарь комитета комсомола Виктор Бурлыкин сказал: мы не должны терять бдительности, враги повсюду. Недавно группа антисоветчиков пришла в горком комсомола и сказала: надо распустить комсомол, а вместо этого создать межинститутский студенческий клуб. Ну, мы, конечно, скандал замяли очень быстро, мы объяснили, что антисоветчики там мы. Вот, и не надо там что-то такое думать. Вот. Клуб был создан, кстати, он действительно просуществовал несколько месяцев. Были несколько ярких мероприятий, о них не буду рассказывать, но потом заглох. А вот с театром получилось, он начал набирать обороты очень быстро. Первого взяли в репертуар спектакля пьесу Евгения Замятина «Блоха». Может быть, кто-то помнит его антисоветскую антиутопию «Мы», да? Которую мы стали знать узнали только вот в годы перестройки. Вот. Он был такой автор запрещенный, но «Блоха» не была запрещена, а тут действовал принцип, что не запрещено, разрешено. Вот. Тем более никто не знал, кто такой Евгений Замятин. Поэтому... А «Блоха» это по Левше, сказу Левша, так сказать, Лескова, поэтому нормально. Поставили первый акт, сыграли Антигону, показали и в пединституте, и в университете. Все нормально, хорошо прошло, но возникла одна проблема. Нужны были деньги на покупку материала для костюмов, для декораций и так далее. Пришли в пединститут, они говорят: а зачем? А идите вот в университете, спрашивайте. Пришли в университет, они сказали: а зачем? Вот если вы будете университетским театром, вот тогда да, тогда все будете иметь. А пока вы тут... Две, как бы, так сказать. Тем более, что Тина Александровна Витязева, я когда-то здесь говорил, она очень мечтала, чтобы обязательно при университете был театр и был хор. Хор создали на первом курсе, с театра ничего не получалось там поначалу. Приглашали актера в драмтеатр, ничего не выходило. А тут вроде начал получаться театр. Ну вот, тогда решили: ладно, мы будем театром при университете. Название, ну, по аналогии с Московским камерным театром Таирова. Помните, такой был, да? Куранов предложил назвать студенческий камерный. Мы сократили, быстро получилось СКАТ. Студенческий камерный театр. Вот. Это первая перемена, которая пришла. Вторая очень важная перемена. Как-то вот мы в то время не любили расставаться. Мы настолько вот радовались, что мы вместе, что мы после репетиции ходили, все время гуляли, провожали друг друга, а то все меньше и меньше. И вот когда в узком кругу остались,
Куранов. И был такой Леонид Чисталев, может быть, его знаете, сын Прометона Чисталева. Да-да-да, сейчас. Сейчас. Ну, 3 минут, 5 минут, дайте мне. Вот. Нормально, замерзнешь? Да, ничего. Ну можно говорить, да? Скажите, в каком году? Это был 75-й год, да. 75-й год. И вот Прометон, то есть сын Чисталева, как-то разговорился, и он признался ему, что он бы хотел поставить спектакль о лжи, о том, что ложь пронизывает все общество, о том, что если... И прочитал стихотворение Карла Сенберга «Лжецы». Это такой американский поэт левого толка, классик американской поэзии. Там он был написан как бы после Первой мировой войны. И смысл такой, что если вот есть ложь, то это неминуемо приводит к последствиям таким, война и так далее. Прочитал еще поэму Тацита Саливадитиса «Кантата от 3 миллиардов голосов». 3 миллиарда это было население земного шара, ну, когда писалась кантата. Вот это тоже такого левого толка поэта. Его книжка была издана очень маленьким тиражом, вернее, в Советском Союзе. Вот. И стали искать третий, какую-то, и нашли, что очень подходит пьеса Бертольда Брехта «Страх и отчаяние Третьей империи». Она состоит из отдельных сцен, где действие происходит в начале 30-х годов, сразу после прихода нацистов к власти. Там, и когда вот именно как раз очень подходила к теме о том, что вот эта ложь, которая пронизала тогда германское общество, она как-то проникла и в взаимоотношения людей, среди близких, в семью, везде. И вот получилась такая сценическая композиция, где Куранова просто вот начала фантазия очень бурно как-то так вот расти, и там была и пантомима, и танец, и песни. Музыку, кстати, написал автор песни «Сгорая плачут свечи», Лобановский, вы, наверное, знаете, он часто был в это время в Сыктывкаре. Вот. Спектакль решили показать в драматическом театре. Билеты пришлось продавать за рубль, чтобы оплатить аренду. Но уже какой-то слух пошел, поэтому мы распродали очень быстро. Собрался полный зал. Играли на полную катушку, но когда зажегся свет, мы даже не знали, что надо кланяться, ничего, просто стояли, не знали, что делать, и тут произошло что-то невиданное. Зал встал и, наверное, минимум минут 10, мне казалось, что целый час, стоя аплодировал. Мы вообще были ошеломлены. Потом я уже стал думать, почему. Конечно, играла роль и наша молодость, и фантазия Курановой, а самое главное, люди поняли, что вообще-то это про нас. Это у нас вот все это, понимаете, это мы тут гитлеровской Германии. На второй спектакль билеты были распроданы моментально, нам постоянно звонили, просили, так сказать, давайте. Ну вот, уже лишний билетик спрашивали. Показали его второй раз, но тут очухалось идеологическое начальство. Тем более, что там был один такой, московский режиссер, ставил спектакль какой-то очень плохой. Вот. А как всей бездарности, он очень был завистливый. Ему это все не понравилось. Он стал везде писать письма, заявлять, а тут вспомнили, что спектакль никому не сдавали, велели сдать. Ну вот, мнения разделились. Кстати, как ни странно, на нашу сторону стал партком университета. Вот, Витязева, естественно, тоже. А идеологическое начальство, в конце концов, сошлись на том, что если мы повесим на заднике нацистский флаг, то тогда все будет нормально. Люди понимают, это про нацистскую Германию, это никак не про нас. Вот. Но мы взяли советский флаг, огромный красный, значит, растянули его здесь вот а другого выхода не было, не потому что мы так были. Вот, нарисовали здесь на сцене, растянули, нарисовали белый круг, в нем свастику. Сначала он не сумел высохнуть, нам пришлось устроить такую нацистскую демонстрацию. Мы его подняли и понесли. Я думал, сейчас нас милиция задержит или бдительные граждане. Вы знаете, это было такое время, когда никому в голову не могло прийти, что могут быть какие-то нацисты. И все поняли правильно. Раз люди несут нацистский флаг, значит, им нужно какого-то представления, так что все было нормально. Ну вот. Спектакль отыграли, но в общем, разошлись на лето, все было нормально, но, оказывается, этот режиссер, он не успокоился, он написал не куда-нибудь, он написал ЦК партии, что вот есть такой университетский театр, который идет не в ногу советским театрам. Разбираться в ЦК партии, что какой там студенческий театр идет не в ногу, не стали, они послали сюда в обком партии, в горком, Министерство культуры и в ректорат. Но оказалось, что в обкоме, в горкоме и в Министерстве культуры это попало в руки тех людей, чьи дети играли в этом студенческом камерном театре. В частности, Министерство культуры попало моей маме. Ну вот.
Разобрались, поговорили, нормально положили в это самое. Вот. А Витязь ее пригласила Куранова, я попросил пойти вместе с ней. И она, знаете, очень говорила ласково, говорила, да, у вас так столько врагов. А закончилось тем, смотрите, а что вам нужно? А он говорит, да мне жить негде. Все, комната общежития обеспечена. Вот. Но на второй год Куранов решил, что уже не надо таких скандалов. И решил поставить то, что не вызвать ни у кого никаких сомнений. Взял «А зори здесь тихие». Ну, знаете, что это повесть. Уже вышел фильм, его уже ставили все, так сказать, и театры, и везде, где угодно. Но он сделан интересно. Вот такой получился антивоенный спектакль. Там декорации сделаны были в виде кубов черных, которые как бы это машина войны, которая перемалывала. Ну, мужских ролей там, знаете, только одна, старшина Восков, поэтому все мальчики, значит, играли нацистов таких, значит, это просто были безликие, на нас были одеты, значит, такие чулки женские, наверх, сверху каска, значит, все в черном. Мы были частью вот этой машины войны, часть. Мы кубы двигали и вот девушек как бы убивали, это уводили вот каждую. Вот. А к этому времени еще одна из актрис театра, она проходила педпрактику и нашла в 9 классе, в своем классе, какого-то мальчишку Славу Кушнира, который прекрасно играет на гитаре, поет. Добавок, если он пишет стихи, которые уже публикует «Пионерская правда», и он был участником конкурса, сезонного конкурса артиста из ЧСО, получил первую премию, и она, естественно, тут же привела в театр. И он написал песни для, вот девятиклассник написал песни, и вот для каждой девушки, умиравшей, сочинил по такому этому самому. Вот. Когда этот спектакль решили повезти на Вологду, на фестиваль, тогда проходил по всей стране фестиваль народного творчества, первый всесоюзный фестиваль народного творчества. Вот. И вне конкурса повезли «Лжецы». Комиссия, посмотрев «А зори здесь тихие», на следующий день в полном составе пришла на «Лжецов», потому что, хотя они там по 2, 3, 4 спектакля в день смотрели, они решили, нет, мы посмотрим это. Это было абсолютно первое место, они сказали, это лучший спектакль, просто мы близко ничего не видели. Театр вернулся лауреатом, после этого все скандалы такого уже, слава богу, закончились. Уже претензий не имели, Куранов мог ставить, что хотел. Он поставил «Макбет», он поставил «Серую мышь» Вилли Патова, поставил «Олби», «Случай в зоопарке», поставил пару монологов, трагические пару монологи, это по Пушкину, маленьким трагедиям, поставил «Мертвые души». Не все было ровно, скажу. Некоторые, иногда его заносило, он человек был очень такой активно творческий, например, там Макбет превратился, 2 года его ставили, превратился такой в полубалет, и даже балетмейстер принимал участие, профессиональный балетмейстер в создании. Не все это понимали, вот. А «Серая мышь», наоборот, была такая грубая, реалистическая. Вот. Но не все бывает, к сожалению. Все хорошее когда не кончается. В начале 70-х Куранов решил продолжить образование режиссерское. Он поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. После себя он оставил преемников, но преемники, конечно, не смогли вот поднять на тот уровень, и театр скат потихоньку умер. Вот. Судьба сложилась таким образом. Куранов закончил с красным дипломом Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, ставил в разных местах, в разных городах. А потом он изобрел, так тоже случайно получилось, но это уже отдельная история, поэтому не буду ее подробно рассказывать. Такой удивительный театр, называется «Подводный театр». Да, акватеатр, значит, там играть его можно только в бассейне со стеклянными стенками. Вот, поэтому помещается очень мало зрителей, очень дорогостоящая штука. Там и музыка, и балет, и все что угодно, такое соединение. Но это дорогостоящая вещь. Ему обещал Лужков построить отдельное здание, но Лужкова убрали, и сейчас пока все это идея зависла. Он преподает в Авгике. Вот. Как точно складываются дела, мы иногда с ним переписываемся так по e-mail, но не очень часто, поэтому пока. Вот. Других Дора Палук занялась педагогикой, создала первый физико-математический уникальный лицей для сельских ребят. Там поступают в вузы, но у него был конфликт в начале нулевых с министром образования. Она уехала на Чукотку по приглашению губернатора Романа Абрамовича. А одна из ведущих актрис, активных участниц театра Ида Ручина, тогда в девичестве Абрамович, оказалась его двоюродной сестрой. Вот. Она тоже уехала, она ехала в Москву, потом помогала, создала там фонд «Вектор добра», где занимается, так сказать, детьми. Вячеслав Кушнир теперь стал известным довольно драматургом. Он несколько пьес был поставлен в драмтеатре. Самое известное — это «Солоха». Может быть, видели это по Гоголю, по «Вчера на хуторе близ Диканьки». Ну, а в Москве он пишет сценарии для сериалов. Некоторые из них показывают по Первому каналу.
Вот. Чисталев Леонид Прометеевич был депутатом Госсовета, возглавлял фонд развития Республики Коми. 7 лет назад умер в московском метро, он перебрался в метро. Вот. Ну и еще продукт «Человек судьбу» только скажу. Значит, Евгений Малафеев, который сыграл Макбета, и еще в ряде получил еще и актерское образование при Щукинском училище в Коми-студии, а потом еще режиссерское, и сейчас он режиссер актера драматического театра. А человек, который сыграл Манилова в «Мертвых душах», по характеру прямая противоположность Манилова, стал очень известным журналистом Евгений Хлыбов. Вот создатель новой журналистики в Коми, в 90-е годы возглавил газету «Молодежь Севера», которая стала самой популярной. Ну вот. Но, должен сказать, несмотря на то, что скат умер, дело его продолжило жить, и об этом мы поговорим возле подвала. Так, как мы пойдем в подвал? Умер, Да здравствуй, театр, да.